Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Пособие для многодетных семей, уровень минимальной заработной платы. Эти и другие вопросы рассмотрели в Кабмине Абхазии. Воспоминания, презентация книги государственного и общественного деятеля Клементия Джинджолия прошла в Сухуми. Стихи и сказки. Презентация видеопроекта на абхазском языке состоялась в Багу. Пособие для многодетных семей увеличили вдвое. Минимальную зарплату повысили до 20 тысяч рублей, а СПТ займется разработкой радиофармацевтических препаратов. Эти и другие решения приняты на очередном заседании Кабинета министров. Подробнее Надежда Боровикова. Более 5500 семей в Абхазии получают государственные пособия для многодетных. Размер пособий не пересматривали с 2016 года. На очередном заседании Кабинета министров члены правительства утвердили предложение повысить пособие в 2 раза. В целях оказания социальной поддержки многодетным семьям, также в рамках реализации поручений президента предлагаем установить с 1 января 2026 года следующие размеры государственных пособий многодетным семьям. От 3 до 5 детей включительно 1000 рублей, от 6 до 9 детей включительно 3000 рублей и от 10 и более детей 6000 рублей. Это, по сути, повышение размеров выплат, размеров пособий. Ранее вот от 3 до 5 на сегодняшний день получают 500 рублей, от 6 до 9 1500 и от 10 и более 3000 рублей. Согласно Трудовому кодексу, минимальный размер месячной зарплаты устанавливает Кабинет министров на основе данных Госкомитета по статистике. И этот размер не может быть меньше прожиточного минимума. В текущем году, по данным Государственного комитета Республики Абхазия по статистике, наблюдается, что размер минимального прожиточного минимума превысил 15 тысяч рублей. По итогам 5 месяцев 2025 года составлял 16 200 рублей в месяц, в связи с чем нами во взаимодействии с Министерством финансов, Министерством юстиции и Госкомитетом по статистике был подготовлен проект о повышении минимального размера до уровня 20 тысяч рублей со вступлением в силу с 1 января 2026 года для того, чтобы предприниматели имели промежуток в размере 2-3 месяцев для того, чтобы подготовиться к увеличению заработной платы своих работников. Борьба с незаконными переездами через железную дорогу продолжается. Кабинет министров утвердил порядок открытия и закрытия пересечений железнодорожных путей автомобильными дорогами. Во исполнение поручения президента был подготовлен акт Кабинета министров, который регламентирует порядок обращения о открытии либо закрытии соответствующего переезда, рассмотрение этих обращений и, самое главное, порядок принятия и оснований для отказа в открытии таких переездов. Оборудование, связанное с альтернативной энергетикой, теперь можно ввозить в Абхазию без оплаты таможенных пошлин и ввозного НДС. Предлагается проект постановления, суть которого заключается в освобождении от таможенной пошлины и ввозного НДС на оборудование, связанного с альтернативной энергетикой. Это солнечные панели и ветрогенераторы в собранном виде, а также на отдельные комплектующие к этому оборудованию. Данный проект постановления подготовлен в соответствии с поручением президента от 27 августа, которые были даны Кабинету министров. Это поручение было сделано, исходя из необходимости стимулирования развития альтернативной энергетики в Республике Абхазия. Установлены и утверждены минимальные закупочные цены на цитрусовые плоды урожая текущего года. 45 рублей за килограмм мандаринов и апельсинов, 42 рубля за килограмм лимонов и 10 рублей за 1 килограмм нестандартных плодов. Значит, были произведены расчеты по себестоимости цитрусовых плодов. Они у нас вышли 37 рублей, так что минимально 45 рублей предлагается установить.
Утвержден новый прейскурант на платные ветеринарные услуги. Эти тарифы не пересматривались с 2011 года. Кроме того, утверждена целевая научно-техническая программа «Разработка концепции Центра высокотехнологичной медицинской помощи на основе методов ядерной медицины». Что это означает, объяснил заместитель директора СФТИ Борис Лазба. Главная задача – это, используя те наработки, которые существуют в мире в части техники и технологий, привязать их к тому комплексу, который был построен у нас в советское время, в котором стоял и стоит линейный ускоритель, поставить там сейчас предварительно, это имеется в виду циклотронный комплекс, который производится в Санкт-Петербурге, хотя со стороны Росатома есть и некоторые другие предложения, но вот сейчас именно эта увязка с циклотронным комплексом в этом помещении и создание производства короткоживущих изотопов, так называемых радиофармпрепаратов, и лабораторий, собственно, по производству этих радиофармпрепаратов. Будет изменен порядок возмещения потерь лесохозяйственного производства при переводе земель лесного фонда в другие категории. Без оплаты не выдадут документы. Кроме того, установлена стоимость возмещения потерь при переводе земель из сельхозкатегории. 500 тысяч рублей за 1 гектар. Да, это в том числе в целях рационального использования земли, именно земли сельхозназначения. Вот, если из этой категории будет переводиться в другую, то в целях компенсации потерь устанавливается вот такой размер. Сейчас он абсолютно по-иному рассматривается, там критерии совершенно другие. Мы предлагаем изменить их в пользу, соответственно, государства. Вот, и эти средства в качестве в качестве доходов будут поступать в бюджет территорий и использоваться исключительно тоже на цели возобновления земли, новое освоение. Председатель Госкомимущества и приватизации Юрий Зухва анонсировал внесение изменений в закон об оценочной деятельности с тем, чтобы цены на приватизируемые у государства объекты стали ближе к реальным ценам на рынке. В соответствии с законом об оценочной деятельности 2008 года там есть нормы, где обойти эти нормы нельзя. Они просят правовую поддержку. Мы в ближайшее время будем выходить с инициативой Кабинета министров, согласуем, разумеется, это с ведомствами. Нам нужно вносить поправки в закон об оценочной деятельности. Они просят, чтобы там осталась рыночная оценка. Когда будет присутствовать только рыночная оценка, тогда это позволит избегать всех тех моментов, которые существенно занижают пополнение в бюджет. Разумеется, нужно пройти все инстанции, согласовать с ведущими ведомствами, министерствами, но этот вопрос возникает у коллег наших тоже в процессе работы. Казалось бы, здание, да, 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей и так далее. Мы от этого должны уйти. Я думаю, что в ближайшее время, месяц-два, это зависит уже не от исполнительной будет власти, но с такой инициативой мы выйдем. Завершая встречу, Кабинет министров включил здание проходной Сухумского государственного хлебзавода госкомпании «Абхазхлеб» в перечень объектов, подлежащих приватизации. Общая площадь здания 96 квадратных метров, оценочная стоимость 301 728 рублей. Надежда Боровикова, Сосрыку Агуха, Абаза ТВ. 24 инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания зарегистрированы на сегодняшний день избирательной комиссией в 17 округах. Всего в столице 19 округов. В 7 и 19 округах пока нет желающих выдвинуть своего кандидата в депутаты. А мы продолжаем рассказывать о значимости органов местного самоуправления. В этот раз наши корреспонденты пообщались с теми, кто в разное время возглавлял Сухумское городское собрание. Вообще орган очень важный, и считаю, что у него достаточно полномочий. Другое дело, как его люди понимают и вообще зачем туда идут. Кто делает шаги осознанные, у него есть все возможности изучить, как работает администрация, какие уровни, какое взаимодействие, что надо здесь делать, чтобы какие-то проекты проходили в тех или иных районах. Это все начинается с понимания этого. А потом, по итогу, мы как главы смотрим и черпаем кадровый вопрос из депутатского корпуса. Все вот эти митинги у нас, протесты и так далее, они происходят
потому что одна из причин, потому что на местном уровне у людей нету никаких полномочий, они на местном уровне не могут там решить какие-то свои проблемы. Все это, когда набивается в одну большую кучу, это все люди выходят на улицы, протестные настроения и так далее. Вообще, конечно, если мы бы смогли бы создать нормы, когда на местном уровне сами жители имеют большие возможности влияния на те или иные, значит, процессы, которые происходят там хотя бы внутри своего двора, на улице, когда они имеют возможность так или иначе влиять на бюджет. Мы избираем людей, представителей от нас, скажем так. Наше законодательство говорит, что наши граждане участвуют в управлении, в данном случае управлении на местах, да, значит, непосредственно или же, допустим, через представителей. Представителями являются вот сейчас кандидаты, будут в будущем депутаты. Поэтому идти не идти, тут, конечно, обязательно надо идти, посмотреть, за кого. Ну, понятное дело, что мы сейчас и изучаем этих людей, правильно же? Хотя, если была бы система избирательная другая, мы бы по-другому это делали. Но пока, на данный момент, что есть, у нас, значит, есть инициативными группами выдвиженцы и так далее. И просто люди на местах уже, значит, имеют эту информацию. И, конечно же, за него или за другого придут. И я считаю, что надо приходить. Подробный репортаж о том, какие полномочия и возможности есть у нынешних городских депутатов, смотрите в наших ближайших эфирах. Республиканская политическая партия «Единая Абхазия» сообщает о проведении 9 октября 7-го съезда. В программе съезда выборы руководящих органов партии, утверждение обновленной программной стратегии, определение приоритетных направлений работы на ближайшую перспективу, выступление почетных гостей и представителей партии союзника «Единая Россия». Съезд партии «Единая Абхазия» состоится в гостинице «Интерсухум». Семь человек погибли, 6 удалось спасти, сообщил начальник госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабо, подводя итоги курортного сезона на брифинге в «Спутник». Основная проблема – это отсутствие матросов-спасателей. По словам Сабо, людей никто не контролирует, они заплывают далеко за буйки. Если человек пожилой, ему может стать плохо в воде и не хватит сил доплыть обратно. Некоторые гости республики заплывают в море в шторм или купаются в нетрезвом состоянии, что тоже становится причиной трагедии. Из 18 зарегистрированных пляжей только 10 были подготовлены к безопасному отдыху в начале летнего сезона. О проблемах с подготовкой пляжей к купальному сезону доложили президенту Бадри Гунба. На сегодня за нарушение норм предусмотрен штраф в размере 12 тысяч рублей, который выписывается на имя глав администрации городов и районов. Рабочее совещание Министерства здравоохранения Абхазии и России прошло в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба ведомства. Целью встречи стало укрепление сотрудничества и повышение качества медицинской помощи жителям республики. Совещание открыли министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба и заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий. Будба рассказала о ходе выполнения программы социально-экономического развития Абхазии в части приобретения ангиографа и завершения строительства пристройки под ангиограф, о реконструкции и капитальном ремонте Гагрской ЦРБ, плане мероприятий по оптимизации государственных учреждений здравоохранения Абхазии на 2025-2028 годы. Об обеспечении граждан, проживающих в Абхазии, лекарственными средствами, исполнении поручений президента Российской Федерации по направлению медицинских работников в Абхазию в курортный сезон. С 8 по 9 октября в Санкт-Петербурге проходит международная конференция по креативной экономике, объединяющая более 1500 участников из более чем 30 стран БРИКС, СНГ и ШОС. В числе гостей и участников форума делегация из Республики Абхазия во главе с министром культуры Дауром Ковы. Участие в конференции открывает новые возможности для укрепления культурных связей, обмена опытом и налаживания партнерства с представителями креативных индустрий разных стран, отметил Даур Ковы. Деловая программа конференции включает более 50 мероприятий. Ключевым событием конференции форума «Креативный код России» станет объединенная пленарная сессия «Креативная экономика России. Горизонт 2050». Презентация видеопроекта на абхазском языке «Стихи и сказки» прошла в Абхазском государственном университете. Авторы — творческая студия «Абаш»,
реализовавший идею при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта города Сухум. Проект направлен на популяризацию абхазского языка и литературы, включая 20 видео с чтением стихов абхазских поэтов. Подробности у Заура Кварча. В амфитеатре Абхазского госуниверситета презентация нового видеопроекта «Стихи, сказки». Его создала команда творческой студии «Абаш», молодых режиссеров, операторов и актеров, вдохновленных идеей сделать абхазскую поэзию ближе современному зрителю. Проект реализован при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта города Сухум. Аԥшасыхшьны, ԥшаны сгәы ҿырхт, сгәы ԥшааны, сгәы иқәиааз аҵла, ацәаҿаны, са сыҵла ҵәуоит, уажәааны, ухынҳәы ҽаанынӡа, унапы иануп, аҵәа, са сгәы, иҵәуоит сыҵла уажәааны, ииаҵәоуп схы-сҿы, ииаҵәоуп снапқәа, исшәуп абӷьы, сыҵлоуп сара. В проект вошли 20 произведений, преимущественно на абхазском языке. Стихи читают известные актеры Теймураз Чамагуа, Камаина, Пшба, Милана Ломия и Саид Камке. Среди авторов Баграт Шингуба, Таиф Аджба, Кум Фломия, Лёля Тванба, Михал Акарба и другие. Работа над проектом заняла более 2 месяцев. Все ролики вскоре появятся на канале студии Абаш, в YouTube и Telegram. Проект был создан при поддержке Госкомитета по молодежи и спорту. Было отобрано 20 произведений, 2 из которых на русском языке, основное количество на абхазском языке. Главная цель – распространение абхазского языка, популяризация абхазского языка. Для этого мы все плоды нашего проекта выдаем в открытый доступ. То есть в открытое пользование любой желающий может зайти на наши страницы, аккаунты, каналы и свободно скачать, кому-то показать и использовать так, как он считает нужным, также для дальнейшей популяризации абхазского языка. По словам авторов, проект стал логичным продолжением их работы по продвижению родного языка в цифровом пространстве. В будущем команда планирует снимать новые ролики на открытых площадках и в исторических местах Абхазии, чтобы соединить поэзию и живую атмосферу страны. В дальнейшем хотелось бы, конечно, более масштабно развивать этот проект, возможно, вне студии. Это могут быть съемки на каких-то исторических локациях, возможно, соответствующих тематике тех или иных произведений. Ну и как бы в дальнейшем, я думаю, что если также будет оказана поддержка, то мы сможем расширить этот проект, подключить больше людей к этому делу и распространить по всему миру. Презентация собрала творческую интеллигенцию, студентов и преподавателей АГУ. Старшее поколение литераторов поблагодарило авторов за инициативу и отметило, что интерес молодежи к абхазскому языку – лучший способ сохранить его живым. Милана Ломи – одна из молодых актрис, участвовавших в проекте. Для нее эта работа стала не просто творческим проектом, а возможностью по-новому взглянуть на родную речь и культуру. Это участие натолкнуло меня на мысль, что из-за работы, из-за моей деятельности приходится очень мало говорить на абхазском языке, как-то существовать на абхазском языке. Это грустно, это неприятно даже говорить к стыду. И было очень приятно, когда ребята предложили участвовать, и волнительно, безумно, потому что ты так давно не работал на абхазском, а вдруг сейчас суметь это сделать и сделать как-то со смыслом, чтобы получилось как-то передать. Своего рода было такое напряжение небольшое, но думаю, мы справились. И вообще я смотрела и старших своих коллег, было очень трогательно, какой же у нас язык красивый. Давайте читать нашу литературу, наши стихи. Проект «Стихи и сказки» – пример того, как современные формы медиа помогают по-новому раскрыть богатство родного языка и культуры.
Авторы проекта надеются продолжить работу и расширить ее формат. Заур Кварча, Абазатова. Презентация книги государственного и общественного деятеля Клементия Джинджоли «Воспоминания» прошла в Сухуме. В Национальной библиотеке собрались его родные, близкие, друзья и соратники. Своими воспоминаниями Клементий Джинджоли поделился с журналистом Еленой Заводской, но публиковать он завещал их только после своей смерти. Редактировал книгу и готовил к печати покойный Станислав Лакоба. Презентовать ее он планировал этой осенью сам, но вышло так, что воспоминания увидели свет после смерти обоих. Подробности у Марианны Котовой. Клементий Джинджоли – государственный и общественный деятель, участник национально-освободительного движения. Депутат Верховного Совета в 2018 году записал несколько бесед с журналистом Еленой Заводской. Это были его воспоминания о предвоенных событиях, о том, что происходило в ходе войны, в частности в Ткуарчале и вокруг него. Историк Станислав Лакоба уговорил его поделиться своими воспоминаниями хотя бы в таком формате. Хотя много раз просил, чтобы тот написал сам обо всем, что видел и знает. При мне было несколько раз, когда Станислав Лакоба говорил ему: напиши что-нибудь из того, что ты мне рассказываешь устно, потому что он обладал колоссальным объемом информации в деталях, особенно о периоде предвоенном, во время войны. Но поскольку если бы даже он его не просил бы, наверное, Клементий смог бы это тоже сделать, но он решил сделать запись под микрофон. Эти воспоминания Клементий Джинджоли завещал опубликовать только после своей смерти. В этих воспоминаниях в основном речь идет о предвоенных и военных событиях в Ткуарчале. Дело в том, что поскольку деятельность его зачастую носила вот такой неафишируемый характер, особенно в том, что касается во время войны, особенно в том, что касается предвоенной ситуации и становления рабочего и национально-освободительного движения в Ткуарчале, очень многие события, даже для людей знающих, которые изложены в этих воспоминаниях, являются новыми или недостаточно хорошо известными. Он там упоминает очень много людей, которые буквально по именам. Клементий Джинджоли был активным участником национально-освободительного движения, был активистом в предвоенные годы. Профсоюз шахтеров в конце 80-х годов в Ткуарчале стал вполне самостоятельной общественно-политической единицей, и не без участия Клементия Джинджоли. Именно рабочие потом и составили самые активные силы сопротивления. Если вы помните 15-16 июня события, которые были, он, Давид и другие выехали отсюда, из Сухума, поехали в Ткуарчале, прямо прибежали, успели. Организовали оборону города. Оборона города потом дала возможность организовать, чтобы эти бандиты в центральную часть Абхазии не приехали. С Агатом Романовичем мы были на площади, потом нас вывозили как махадиров в Гудауту. Но в Ткуарчале уже Давид, Клементий и ребята уже организовали оборону, не имея оружия. Самое главное было другое, что они очень грамотно поступили, что протоколировали все, что происходило. А это, оказывается, потом спасло их от дальнейших расследований от Генеральной прокуратуры Грузии и СССР тоже. По словам Сократа Джинджоли, книга воспоминаний имеет важное документальное значение, так как в ней собраны только факты. Автор книги не оценивает события, он только делится тем, что видел и в чем участвовал сам. Конечно, Клементий, знаете, он точно был во всем. Вот Олег Несторович тут философски описал, почему он так точно, скрупулезно все описывал. Он же был математиком, он точность любил, он не любил рассуждать, знаете, обо всем. Он знал, что оценку дадут люди, а сам факт важен. То, что происходило, вот это самое главное было. И самое главное он, написал, оставил. Большое, конечно, ему за это спасибо. В ходе презентации книги «Воспоминания» говорилось и о самом Клементии Джинджоли, не просто о его заслугах, но и о человеческих качествах его и его товарища, который уговорил его на написание книги.
Понятно, что революцию всегда делают идеалисты. Они были именно идеалистами. Позже многие идеалисты становятся материалистами, да, то есть они обязательно монетизируют то, за что они отдавали, снимали свою последнюю рубашку, и всегда для них там, а я что не заслужил, да, своей жизнью, это вот как бы люди как бы получали дивиденды с этого. Но ни Клементий, ни Славик, они вот такими не были. Они вот такими и остались, наверное, вот в моей памяти, как люди, которые там в конце 80-х, очень много людей вот отдавали последнее свое ради будущего Абхазии. Они вот такими же и остались и ушли. Книга «Воспоминания» издана очень скромным тиражом, всего 80 экземпляров. Абхазским историческим обществом историко-мемориального музея имени Нестора Лакоба. Это последнее, что издал историк Станислав Лакоба. Презентовать ее он планировал этой осенью сам, но вышло так, что воспоминания увидели свет только после смерти обоих. Марианна Котова, Сосрыкова Гухава, Абаза ТВ. Международный проект-концерт «Музыкальный момент» состоится 14 октября в Доме композиторов Санкт-Петербурга. В концерте прозвучит камерная музыка петербургских авторов Сергея Слонимского, Александра Мнацаканяна, Владислава Успенского, Георгия Журавлева и композиторов из Абхазии Надара Чанба, Петра Петрова и Алексея Чичба. Музыка, опаленная солнцем страны души, прозвучит в городе на Неве в исполнении Санкт-Петербургского ансамбля новой музыки. Программа концерта родилась в тесном сотрудничестве Союза композиторов России и Союза композиторов Абхазии. Новости спорта. В Абхазии открылся международный турнир по баскетболу среди ветеранов памяти заслуженного тренера Абхазии Станислава Сущенко и экс-председателя Госкомспорта Валерия Барциц. Пятый юбилейный турнир собрал в абхазской столице женские и мужские команды ветеранов баскетбола из разных уголков России. На открытии соревнований побывала наша съемочная группа. Пятый юбилейный международный турнир по баскетболу среди ветеранов в этом году посвящен памяти двух видных фигур спортивного мира республики. Заслуженного тренера и мастера спорта по баскетболу Станислава Сущенко и экс-председателя Госкомспорта, заслуженного тренера по конному спорту Абхазии, первого президента Национального олимпийского комитета Валерия Барциц. В этом году мы собрали огромное количество команд, 4 женские команды и 6 мужских команд. Мы думаем, что турнир получится, потому что приехали команды с Новосибирска, Ростова, Волгограда, Тюмени, Ульяновска, Краснодара, Таганрога, Ставрополя, и наши команды, где мы сейчас хотим показать свой класс, что мы старики живы, здоровы, что на нас рано еще списывать, как говорится. Так получается, что как будто мы с этого зала не уходим. Постоянно спортивные соревнования, особенно баскетбольные. Вот сейчас очередной международный турнир, посвященный очень знаменитым людям. Это Валерий Чинчорович Барциц, он был председателем Государственного комитета еще в советское время, президентом, председателем комитета и так далее. И Сущенко, который создавал, старший Сущенко, который создавал этот баскетбол, являлся очень таким хорошим тренером. И сегодня в их честь проводится вот этот международный турнир. В международном турнире принимают участие как мужские, так и женские команды настоящих ветеранов спорта. Среди них и заслуженные тренеры, и мастера спорта, и многократные чемпионы различных турниров и соревнований. За призовые места борются представители ряда российских городов, от Новосибирска до Ульяновска, и, конечно, абхазские команды. Команды будут играть по круговой системе, и будет выбрана самая лучшая команда. Первые 3 команды будут награждаться кубками, медалями, призами, лучших игроков, подарками. Короче, программа очень обширная. Значимость проведения подобных турниров переоценить сложно, отметил Сергей Сущенко. Ведь памятные спортивные мероприятия помогают не только сохранить память о выдающихся соотечественниках, тех, кто создавал историю, но и привить подрастающему поколению страсть и любовь к спорту. Валерий Чинчорович мой отец, они близкие друзья. И с молодости, еще со студенческих лет, как дружили, так получилось, что они ушли в одно время, в одном месяце. И отношения наши были к ним
очень привязательны, потому что тем более Валерий Чинчоросов являлся первым президентом Республики Абхазия Олимпийского комитета, который возглавлял, который организовывал соревнования. Мой отец был заслуженным тренером Республики, чемпион Грузии, Абхазии, участвовал в чемпионатах многих стран. И их заслуги должны быть оценены по достоинству, потому что память их должна быть возрождаться у молодежи. Как президент Олимпийского комитета, конечно, я должен пропагандировать олимпийские виды спорта. Но в Абхазии сегодня я пропагандирую все виды спорта, потому что есть две структуры в стране, допустим, в Абхазии если взять, это культура и спорт, который всегда показывает лицо государства. Если мы обязательно должны показывать себя на разных турнирах. Для многих баскетболистов этот турнир далеко не первый, однако важность его остается неизменной. Все команды нацелены бороться за победу до последнего, как того и требует воистину спортивный дух. Это вообще очень классно, то, что это происходит, это международный турнир. Большое спасибо Сергею Сущенко, что пригласил нас. Мы будем всегда приезжать. Очень рады приехать в Республику Абхазия. Нам всегда здесь рады. Гостеприимство просто на высшем уровне. Поэтому мы хотим приезжать сюда не раз еще. Все ребята, которые приехали, мы не один год уже знакомы. Мы общаемся, дружим. И я думаю, популяризация данного вида спорта на территории Республики Абхазия очень полезна для младшего поколения, видя, что сегодня старшие их друзья, братья, отцы, когда играют, когда занимаются спортом, я думаю, это большая популяризация и большая мотивация для детей, для того, чтобы заниматься здоровым образом жизни. Открытие турнира выдалось ярким и красочным. Танцы, улыбки, приветственные речи, торжественные клятвы. Открыл турнир внук Станислава Сущенко Георгий, а символичный бросок принадлежал его правнуку. На паркет первыми вышли женские команды из Тюмени и Краснодара. Награждение и подведение итогов 5-го международного турнира по баскетболу среди ветеранов состоится 12 октября. Организаторами соревнования в этом году являются в первую очередь семья Станислава Сущенко, Государственный комитет по делам молодежи и спорту и ряд частных компаний. Рада Чичава, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. Абхазские спортсмены завоевали 4 серебряные и 3 бронзовые медали на открытых соревнованиях по всестилевому карате Ростов Open 2025. Турнир собрал около 500 спортсменов из разных регионов России. Сборную команду Абхазии возглавил президент Федерации карате Намича Республики Абхазия, мастер боевых искусств, обладатель 5-го дана Тимур Цулая. Это было сообщение Госкомспорта Абхазии. В рамках чемпионата Абхазии по футболу 9 октября состоится матч Нарт-Сухум, Динамо-Сухум. Игра пройдет на стадионе «Динамо», начало в 19 часов. В завершении выпуска прогноз погоды. В Абхазии ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем временами дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление пониженное, ветер слабо умеренный, 2,7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15. Температура воздуха ночью 14-19, днем 18-23. Температура морской воды плюс 21. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.